Работаете привязанным к Дордой. Я считаю, да, только те, которые здесь торгуют. Теперь смотрите. Вчера вы все знаете, что Татан вышел на митинг. Их было, да, мало. Их было, может, 100 человек, может, 150, я даже не знаю сколько. Но это только первая ласточка. Теперь смотрите. Если мы, Дордой, будет отстаивать свои права, продавцы, реализаторы, хозяева, администрация, они все заинтересованы, чтобы Дордой работал, чтобы не умер. Дордой уже в течение, как открылся, вот в течение 25 лет, пытается задушить, все никак не получается. Разные люди, разные методы, разные страны пытались это сделать, но не получается. Теперь я хочу, чтобы мы были все едины. Вот здесь Гульмира говорила насчет требования. Вот здесь в требовании, ну это было на скорую руку напечатано, вы пока их не пишите. Я хочу, главное, заявление, да, напишите. Заявление и вот это требование надо сюда добавить. Я там написал пару образцов. Здесь в требовании она написала, Гульмира. В связи с тем, что торговля после пандемии резко упала, границы закрыты, товарооборота нет, там торговли нет, а у людей в это время имеются кредиты, долги и так далее, мы вынуждены выходить на работу и выживать. Но да, я там чуть-чуть исправил, не так. Ну, смысл такой. Неделями почина нет, а надо в то время сопутствующие расходы платить. То есть аренду земли, охрана, свет, туда-сюда, патент. Дальше. Здесь мы пишем. Мы против установки кассовых аппаратов. Мы за единый налоговый этот патент. Да. То есть я вот так написал. В итоге написал здесь в требования, вот я вам зачитаю, в связи с тем, что торговли нет и товарооборот резко снизился, но тем не менее мы оплачиваем текущие и сопутствующие расходы, в том числе налоги земельный, налоговый этот патент, охрана, земельный налог, при том, что у каждого у нас есть кредиты и долги, мы все выступаем за единый патент и против введения ККМ. Потому что это создаст дополнительные расходы и проблемы в процессе их эксплуатации. Надеемся на ваше понимание и помощь от вас лично. То есть мы пишем на начальника Свердловского налогового службы. ГНН. Джапару тоже надо. Нет. Коррупция самая настоящая. Надеемся на ваше понимание и помощь от вас лично. То есть начальника налоговой службы. Если наше требование не будет услышано, мы выйдем на бессрочный митинг и будем отстаивать свое требование вплоть до отставки Кабинета министров и правительства. Правильно, да. Правильно. Мы связались, мы не одни, ребята, мы связались с Кербеном, мы связались с Нижним Белье, Дордой, Китайка, Аксу, Алканов. Вы не думайте, что мы одни. Мы 3-4 дня уже над этим работаем. Стачечный комитет уже создан. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, не сидите. Она пойдет, та пойдет. Если все выйдете, выйдете все абсолютно, все закройте контейнера. Понятно? Попробуйте только кто. Вот поэтому здесь мы должны сплотиться. Настало время, когда мы должны подняться и свои права отстоять. За вас я одна. Эрик, Рома ничего не сделает. Время пришло, ребята. Поднимайте свои попы и бегайте. Понятно? А потом не говорите, что профсоюз ничего не сделал. Хорошо? Сейчас у нас есть стачечный комитет. Стачечный комитет сейчас собирает эти заявления, которые вы должны каждый заполнить и сдать. Каждый предприниматель отдельно. Собирать. Сейчас, так, сейчас, вот, пожалуйста, вот Нурия. Вот, пожалуйста, представьте, вот Нурия, она председатель стачечного комитета. Ира, вы ее прекрасно знаете, на -1 тоже. Она тоже председатель стачечного. То есть у нас 3-4 человека. Эти ребята организованно работают с Кербеном, Нижнее Белье, Дордой, Китайка, Алканов. То есть это центр. Когда они
что скажут, запомните, так и будем действовать. Пожалуйста, чтобы я вот так не бегала, ай, выходи, закрой. Если статичный комитет решит закрыть, пойти на площадь, Вам сейчас все выдали вот должны, эти первые все должны выйти, распечатку, понятно? да, требования. Вы все напишите заявление. Просто я прошу вас добавить сюда. Да, от руки можете написать. Если наше требование не будет услышано, мы выйдем на бессрочный митинг и будем отстаивать свое требование вплоть до отставки кабинета министров в целом и правительства в целом. Это обязательно напишите. Да. Можно на минутку? На минутку можно? Он как пришел, начинаются новинки. Что надо говорить? Не, он уже... Паспорт для баранов, а сейчас уже паспорт для нас. Вот вам, Чапар. Можно на минутку? Пожалуйста, тихо, слушай. Давайте тишину поймайте.